Всем привет! Меня зовут Саша. А меня зовут Данил. И мы продолжаем проект «Этно-девчонки в поисках счастья», в котором мы узнаем о секретах счастливой жизни разных народов. Ну что, поехали! Добрый день, меня зовут Александра, и сейчас я вас приведу в мир русских традиций. Александра родилась и выросла в старинном городе Сарапуле на реке Ками, проживает в Ижевске, специалист отдела маркетинга молочной компании. В 2013 году завоевала титул «Мисс Грация» межнационального конкурса красоты, увлекается музыкой и художественной росписью, счастлива в браке, воспитывает 2 детей. В России есть обычай встречать дорогих гостей на пороге дома с хлебом да солью, которые являются символами благополучия, достатка, а рушник является символом дороги, которую проделал гость. Добро пожаловать! Ой, не было гостей, вдруг приехали. Самым главным блюдом на перу всегда был у русского человека это пирог, конечно, от слова пир. Как вкусно! Вот бы самой научиться готовить такие вкусные шанишки. Знакомься, это сестры Приданниковы. Снежана и Ульяна Приданниковы. С юности активные участницы мероприятий Центра русской культуры, мастерицы на все руки. В разные годы победительницы межнационального конкурса красоты и таланта. В их жизни гармонично сплетаются музыка, танец, здоровый образ жизни и литература. Сегодня Ульяна проживает в Перми, но каждый ее приезд в родной поселок Дубровка – настоящий праздник. А сейчас, Саша, мы научим тебя печь настоящие русские шаньги. Это сито, через него мы просеиваем муку, а это сельница, в них наши бабушки месили тесто. Тесто у нас готово, теперь мы начинаем формировать наши шанишки. Чтобы шанишки поднялись, их надо формировать ручками, скалкой не надо пользоваться, иначе они будут не пышные. Пока шаньги готовятся, можно самовар проверить, да мастерам нашим помочь. Сергей Аркадьевич, я слышал, что из самовара самый вкусный чай. Это правда? Это правда. А вы меня научите его разжигать? Научу. Чтобы его разжечь, нужно спички, лучинки и шишки. А почему шишки? Они хорошо горят. Для начала, значит, мы зажигаем лучину. Лучина загорела. Все. Бросаем это в самовар. Все, самовар стал гореть. Видишь, пошел дым. Я попробую? Попробуй. Все, видишь, горит. Трубу ставим. А она для чего нужна? А чтобы была тяга, чтобы у нас дым-то куда должен идти. А сапог зачем? Сапог. Сапог очень серьезное дело тут получается. Когда с печи угли положат в самовар, а чтобы угли разжечь, надо им что? Дать воздух. Самовар у нас потух, давай сапогом раздуем. Ставь сапог. Так вот, подожди, вот так. О, и качай. Так она сам. Сергей Аркадьевич, как вы думаете, в чем заключается счастье? Ставишь, разжигаешь самовар, ждешь, когда он вскипит, когда его заваришь с колдовской травой, а потом пьешь. Замечательно. Вот это счастье.
Сотни лет основой жизни русского народа было сельское хозяйство и земледелие. Многие народные традиции сохранились и до наших дней. Например, в Петров день начиналась страдная пора – кошение трав. Обычно сенокос проходил в хорошую погоду и в определенное время. Знакомьтесь, это Иван, наш лучший косарь. Иван – хранитель народных традиций и известный в регионе мастер. С детства умеет вести хозяйство, косить и ухаживать за животными. Занимается плетением из лозы, резьбой по дереву, придет на старинной самопрялке. Завидный жених. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите попробовать? А можно? Конечно. Научите? Да. Ну, давайте. Берешь косу, ставишь, чтобы жалом она была по земле. Это место называется пяточка. Пяточку прижимаешь, носок поднимаешь. И вот так. Все. Вся премудрость. Хватит работать, попейте водички родниковой. Парни, а что это у вас такое? Вроде и на шахматы похоже, но что-то тут все равно по-другому. Это русские шахматы Таврели с тюркского. Тавр переводится как клеймо, изображение. А правила в них те же? Они очень схожи с индийскими шахматами, но здесь прослеживается славянский дух. Тут не срубают, не убивают, здесь просто берут в плен. В данный момент ученые все дальше вместе с археологами находят фигуры данных шахмат, а плюс-минус они где-то 9 века. Куда нам теперь вылазить? Хорошо поработали, можно и отдохнуть, похороводить. Девчонки, а что это вы тут делаете? По традиции на Троицу березку завиваем, да желание загадываем. Например, я загадала здоровье сыночка. А я загадала в этом году выйти замуж. А я загадала здоровье близким. Держи, дорогая, с праздником тебя. А еще на Троицу кумились, подругами на долгие года становились. Покумимся, кума? Покумимся, Чтоб нам с тобой не браниться, а вечно дружить. Татьяна Борисовна, в чем заключается счастье? Дорогие мои, счастье для каждой матери заключается в том, чтобы были счастливы ее дети и внуки. И, конечно же, я русский человек, и мне хочется, чтобы традиции русского народа, ее культуру, конечно, приняли наши дети, и ее пронесли, сохранили. Вот это действительно счастье. Как же жаль, что нам все равно приходится прощаться. Александра, спасибо за такое замечательное приключение. А в чем же для тебя заключается секрет счастья? Замечать сиюминутные радости, жить здесь и сейчас. Счастье для меня – это радость и смех моих детишек, тепло любимых рядом, знать, что все здоровы и живы. До встречи в новом выпуске. Уверен, что нас ждет еще много интересного. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Этнодевчонки.
Добрый день, меня зовут Александра, и сейчас я вас проведу в мир русских традиций. Мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этно девчонки, мы ищем счастье свое.